Президентский фотошоп. Официальные фотографии практически всех лидеров стран Центральной Азии подвергаются довольно серьезному ретушированию. Им убирают морщины, красят волосы, отбеливают зубы, увеличивают рост и приклеивают улыбки. Часто эта ретушь выглядит настолько неправдоподобно и неестественно, что отфотошопленные президенты становятся объектами обсуждения или даже шуток в соцсетях. Первому президенту Узбекистана Исламу Каримову не только убирали лишние морщины на лице, но и делали его выше. Реальный рост Каримова составляет примерно 170 сантиметров, но во время ретуши он мог подрасти на 20 сантиметров. На этом фото Ислам Каримов стоит рядом с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, рост которого составляет примерно 190 сантиметров. А вот фотография с этой же встречи, только не отредактированная. Сразу видно, насколько Каримов ниже Януковича. Нынешний президент Узбекистана, 68-летний Шавкат Мирзиёев, тоже подвергается ретуши, правда не так радикально, как его предшественник. На этих фотографиях, сделанных в 2017 году, можно заметить незначительные изменения во внешности, так же, как и на недавних снимках, сделанных во время визита Мирзиёева в Китай. Это фото предоставлено администрации президента Узбекистана, а этот снимок был сделан фотографом агентства Reuters. Внешность 72-летнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подвергается очень сильной фотокорректировке, вероятно, чтобы устранить возрастные изменения на лице. На этой фотографии 2019 года видно, насколько ему подтянули нижнюю часть лица и заретушировали неровности. Этот снимок распространила пресс-служба Токаева. Он сделан во время недавнего визита президента Казахстана в Китай. Лицо выглядит неестественно гладким, а зубы слишком белыми. Если раньше ретушь велась при помощи детальной обработки в фоторедакторах, то в последнее время можно заметить, что для улучшения снимков начали использовать искусственный интеллект, который накладывает сглаживающие фильтры не только на самого президента, но и на тех, кто с ним фотографировался. Как, к примеру, на этой фотографии, где Токаев сфотографировался с китайскими пионерами. В Туркменистане, стране с ярко выраженным культом личности, изображения президентов носят сакральный характер. Об этом говорит недавний случай, когда в городе Дашогуз уволили 15 сотрудников аэропорта за танец перед портретом президента Сердара Бердымухамедова. Поэтому внешность президентов Туркменистана улучшают на фотографиях сильнее, чем других глав центральноазиатских республик. Например, бывшему президенту Гурбангулы Бердымухамедову подкрашивали волосы и убирали морщины на лице. В Туркменистане президентов тоже активно фотошопят, особенно это было видно во времена правления Гурбангулы Бердымухамедова. Если сравнивать фотографии, сделанные, например, фотографами Кремля или Акорды или других президентов, то видно, насколько у него старая и дряхлая кожа, особенно вот в районе шеи, в районе горла. Туркменские цензоры это все тщательно отбеливают, сглаживают, омолаживают. Порой это кажется неестественно, видно, этот фотошоп явно бросается в глаза. С нынешним президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым порой поступают еще радикальнее. На этой фотографии Бердымухамедов изображен в компании президента Татарстана Рустама Минниханова. Неулыбчивый Бердымухамедов нередко получается на фотографиях со странным выражением лица. И в этот раз ретушер просто заменил голову президента на более удачный кадр. Но оригинал фото опубликовала администрация президента Татарстана. А еще фотографы из пула Сердара Бердымухамедова редактируют его фотографии прямо во время официальных встреч. Журналист кыргызской службы радио «Свобода» Токтусун Шамбетов вспоминает, как стал свидетелем такого эпизода во время одного из саммитов с участием лидеров стран Центральной Азии. Менин алдымдагы түркмен кызматынын оператору же журналисти эсимде жок. Ал ошол өзүнүн президентин, анда ошо баласы болуп калган президенти, аны бир сааттай сүрөтүн обработка кылды да. Анын башын кесип келип күлгөн сүрөтүн чаптады бир жерден. Бир жерде мындай бою жакшы болбой калган, мындай туура эмес болуп калса, аны дагы тууралап башка жактан алып келди. Кыскасы ошол бир сүрөт үчүн же эки сүрөт үчүн ошол түркмен журналисти ошол жерде бир сааттай, 2 сааттай ошол сүрөт менен алектенгенин көрдүм да. Фотографии нынешнего президента Кыргызстана, 56-летнего Садыра Джапарова, если и корректируются, то совсем незначительно. Об этом можно судить, сравнив снимки, распространяемые пресс-службой президента и сделанные фотографами международных фотоагентств во время зарубежных визитов. Журналисты связывают это с тем, что президент и сам не против иногда сделать селфи на смартфон и опубликовать в социальных сетях. Кыргызстанда андай бирөөнүн сүрөтүн туура эмес түшүп калса, аны оңдоо Кыргызстанда азырынча жок.
Кыргызстанда президентти жолугушууларга барганда телефонго тартат, качествосы начар ар кандай аппараттарга деле тарта берет. Кээде мындай неудачный деле сүрөттөр чыгып кала элек да. Азырынча бизде жок. Себеби бизде азыр социалдык тармактарды саясий жетекчилерди аябай активдүү колдонгондуктан кээде өзүлөрү дагы мындай чыгып, селфиге чыгып, ар кандай сүйлөгөндө мындай дайыма эле кооз чыга бербейт да. Это снимки личного фотографа президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Они совершенно без ретуши и официального, то есть строгого построения кадра. С первого взгляда фотографии, публикуемые пресс-службой президента Таджикистана, могут показаться неудачными или даже непрофессиональными. Но на самом деле в них скрыта большая документальная ценность. Они показывают нам события и их участников такими, какие они есть. Такой беспристрастной документальностью не может похвастаться ни одна из пресс-служб президентов стран Центральной Азии. Среди снимков пресс-службы президента Таджикистана можно найти не только самого Рахмона, но и лидеров других центральноазиатских государств. Например, вот будущий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев плачет на похоронах своего предшественника, первого президента Ислама Каримова. А вот Эмомали Рахмон на официальной встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердумухамедовым.